Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: встретите ли вы новенького мужчину? Видео актуально только для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Ведаскара, из YouTube, параллельно загружаются в Telegram-канал. Подписка на Telegram-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на Telegram-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на Telegram-канал. Спасибо. Итак, продолжаем наш расклад. Встретите ли вы новенького мужчину? Гадать мы будем сегодня на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Так выглядит колода. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто пришел на расклад, в каких энергиях вы находитесь. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте, думайте только о себе. И мы начинаем. Ваш портрет, кто вы? Жезловая может смотреть женщина, или женщина такая, которая идет вперед, не видит препятствий, такая с упором. Сейчас момент такого, что надо за что-то браться, хвататься возможности. У кого-то вообще в целом жизнь дает часто, преподносит вам возможности какие-то. Переезды могут быть часто, или могут быть постоянно какие-то обновления в вашей жизни. То есть на месте ваша жизнь не стоит, не крутится по одному и тому же колесу, то есть у вас постоянно что-то меняется. Вы вообще человек, который живет как на вулкане, еще так может быть. То есть, может быть, да, ваша жизнь – это вот американские горки, или же тот человек, который пережил много бурных эмоций вообще в своей жизни. Это отношения, это еще и говорит о вашей характеристике. Здесь может быть женщина такая с запалом или вспыльчивая тоже. Также вы человек, который легко зажигается. Зажигаетесь даже и идеей, или зажигаетесь, если вас кто-то выведет из себя. Такая как спичка. Активная очень, не стоите никогда на месте, крутитесь как белка в колесе. Постоянно у вас какое-то движение, не можете вы сидеть без дела. Постоянно что-то делаете, крутитесь. Ведете все до конца или до победного. Вообще в каждом споре вы выходите или сухой из воды, или победителем. Также вообще по себе человек такой победитель. Любит побеждать, любит соревноваться, любит вот игры, возможно, даже какие-то вас интересовали, может быть, раньше, а может и сейчас, да, где вот вы до последнего вот прям идете, до победного. Так. Чувственная. Ну и чувственная, и горячая. Тут много страсти у вас запало. Я вам скажу, вы, вот что касается мужчины, постели, всяких таких вещей, вы для мужчин находка. Та дама, которую всегда хочется, желается, а не утихает к ней желание именно физической близости. А вы когда уйдете из этих отношений, например, да, здесь очень тяжело отпустить мужчине вас. Вот вы еще оставляете и след, да, жезловая все же. Вы оставляете горячий след, но вы, когда уходите, сжигаете все мосты. Вы не даете шансов. Вы не даете шансов. Вас показывают именно здесь еще внутри очень молодо, еще готова свергать какие-то горы. Здесь, смотрите, все ваше, да, вот запалом горит. Также вы человек, который склонный к заработкам, к именно не просто заработкам. Для вас вообще деньги – это момент стабильности и власти, контроля над своей жизнью. Вы понимаете, что деньги играют для вас в первую очередь роль, важную роль. Потому что вы понимаете, что если у вас есть деньги, у вас есть какая-то власть
и даже над чувствами. Вы готовы перекрыть деньгами чувства. То есть даже находиться в одиночестве, но главное, чтобы у меня были запасы денег. И тогда мне не страшно. Вообще вы человек такой практичный. Практичный, все высчитывает, все пересматривает, перепроверяет. Вы, возможно, когда что-то даже покупаете, очень хорошо все читайте, может быть, отзывы, перепроверяете. Смотрите, может быть, видео, отзывы. Ну, это если что-то может быть крупное, да? Вы все перепроверяете. Не любите лишнего, не любите хлама какого-то. Вы человек, который тратит деньги, скорее всего, по делу. Или как по делу. Именно касается, что-то покупаете, но оно должно извлекать какую-то пользу, выгоду, практичность. 10 в одном. И чтобы прослужило долго. Характеристика здесь мужская, сразу говорю. Здесь можете, кстати, и отталкивать мужчин. На сегодняшний момент тоже энергия такая идет, которая отталкивает мужчин. Здесь очень много мужских энергий у вас. Здесь вот такая женщина: я сама, да я заработаю, да у меня вот сама забью гвоздь, или умею все, или да, показываете тоже свой интеллект, что может пугать мужчин, настораживать. Вот здесь, что касается вообще в целом характеристики, это мужская характеристика. Такая твердая здесь позиция у вас. У вас есть сердце, у вас есть чувство, но наверху именно такой четкий, толстый, непробиваемый щит. Вот так. Не допускайте к своему сердцу близко. Проверяете. Может быть, прежде чем допустить, вы сначала проверите. Показывает, что вы наделены талантом людей уговаривать, вести за собой. У вас вы очень хорошо внушаете. Это ваш в какой-то степени дар. Или кто-то у вас в роду мог быть таким, он мог внушать, как таблетка. Причем не просто внушать, я говорю, что таблетка, лечить скорее. Да, именно. Может быть, вы чем-то таким занимаетесь, или такой деятельностью, или вы так разговариваете, что вы можете успокаивать, вылечивать. Да, здесь человек как вытягивает какие-то травмы. То есть, и вы, знаете, вот что самое интересное, император еще здесь, вы вытягиваете травмы чьи-то, но вы это перетягиваете на себя, вы это не счищаете. Может быть, вы очень долго не можете это отпустить и думаете, держите это в себе. Или также переживаете за кого-то, так же, как переживает тот человек, с кого вы стянули эту травму. Здесь сознание показывает, проясняется сейчас, пересмотр чего-то идет. Здесь также мне показывают в потоке именно в таком хронологичном вот порядке у вас жизнь, да, с кем-то на самом деле породы вот похожи. Причем это вот дедушка был такой, да, и дальше еще поколение идет какое-то. Вот тоже вот какие-то, но такой интервал как одинаковый, да, вот такие вот одинаковые люди были. И вот это вы тоже. Повторяйте, может быть, чью-то жизнь. И, скорее всего, да, вот, как сказать, были уроки в жизни, кто-то их не прошел, да, и вот вы опять в этом теле, этим духом в этом теле, и опять вы проходите какие-то уроки, периоды здесь. Повторяйте чью-то, я говорю, жизнь.
Но сейчас такая вот именно позиция, когда вы можете отталкивать людей или вести себя так, что вы ограничиваетесь. Не хотите, может быть, пока, сейчас с кем-то взаимодействовать. Особенно это касается, может, отношений. Здесь очень много работы или много работаете, может, даже по ночам работаете или берете на себя больше, нежели нужно. Дабы вы хотите добиться какой-то стабильности или же независимости. Здесь человек идет к чему-то, он держит цель, определенную цель, с которой тяжело его сбить. Вы о чем-то думаете, может быть, уже да, именно проводите какую-то работу, что-то делаете, то есть качественно, основательно, но вы не хотите уходить с этой цели, сдвигаться, да, вот, или на что-то эту цель променять. То есть вот она есть, и вы к ней идете. Вы умеете в себя влюблять, влюбляете вы себя, знаете, вот опять говорю, даже незнакомые люди, они могут влюбиться в вас, но потом не могут забыть. Или пообщавшись с вами, очень сложно вы выходите из головы, и здесь вот момент влюбленности опять идет. То есть в вас влюбляются как будто, но в то же время боятся или осторожничают, да, вот вы всегда победитель, вы на коне. Здесь, кстати, женщина, которая может даже проецировать себя так, да, вот вы идете в толпе девчонок, а вот вы посередине, или же вы где-то, вы главная. То есть здесь занимаете, может быть, какую-то и правда же главную позицию, или же ведете, да, именно себя так, чтобы вас уважали, за уважение к себе. Здесь показывает, что ваша жизнь делится на до и после, то есть вот как две жизни. Здесь кто-то был, может быть, в каких-то операции, например, были какие-то сложные, где вот делилось, да, что выживет, не выживет, или же когда у вас было пересмотрение чего-то после операции. Здесь даже не обязательно, что операция, здесь была и трансформация такая, но определенно их было несколько, этих трансформаций, но была именно, да, такая трансформация, она как широкая полоса, когда долго и мучительно это что-то проходили, больное что-то проходили. И вот когда вы перешли эту полосу, поднялись на ступень выше, вы здесь, во-первых, пересмотрели что-то и определились уже на чем-то основном таком, главном, четко выбрали для себя какую-то позицию, и в то же время попутно еще у вас выработалась вот эта мужская энергия. У вас вообще, я вам скажу, ребро, да, здесь стоит оно. После трансформации вы на самом деле стали этим императором, да, этим мужчиной, мужские энергии. Но это не просто опять так, Здесь именно на вас могли повлиять окружающие, окружение или заработки. Уйду в финансы, уйду в работу. Когда женщина занимается работой твердо, вот именно твердо работой, она превращается со временем на самом деле в мужчину. Потому что в работе нужно думать, нужна голова, да, где включается холодный разум и так далее. Вот здесь именно, может быть, после какой-то ситуации, после каких-то отношений вы начали понимать, что мне надо зарабатывать, становиться самой на ноги, быть самостоятельной, не зависеть от мужчины, например, и стали что-то делать. И вот когда вы стали делать, вы перебороли в себе эту женщину и закрыли эту женщину в себе именно вот этими вот какими-то характеристиками императорскими, да, касаемо мужскими именно. Так, давайте смотреть дальше. Здесь часто, может быть, по ночам не спите, смотрите долго что-то или слушаете что-то. Или поздно ложитесь. Кто-то, может быть, поздно ест. Ну, давайте посмотрим дальше. Если с вами проигрывает портрет, встретите ли вы новенького мужчину?
Сразу же карты говорят да, однозначно, 100%. Здесь выходит пара. Это все хорошо. Давайте вообще в целом все это посмотрим, как оно все будет происходить, когда, может быть, при каких обстоятельствах, кто он такой. Молодой человек, моложе. Сразу говорю, человек будет моложе вас. Не обязательно, что может быть опять незрелость, но все же хотя бы, да, то есть тут выходит паж пентаклевый. Скорее всего, человек, который склонен думать практично тоже. В какой-то степени он будет вам парой, будет для вас помощь. У вас найдутся общие с ним темы, интересы, и это может касаться даже заработков, финансов. Человек может быть такой, который все тащит вот в дом. Здесь идет речь о его какой-то такой обжить практично. Также этот человек, который будет сходу уже заходить на что-то такое серьезное. Человек, который может быть в какой-то степени медлительным, но он думает. Он просто вот такой человек, который не спешит, потому что боится наделать каких-то ошибок. И здесь человек будет о чем-то именно думать. Скорее даже он, когда вас встретит, он будет все просчитывать в плане того, что можно ли с вами построить пару, честна ли вы, могут проверки даже быть. Он не хочет обжечься, потому что он хочет вкладываться. Здесь именно есть желание в вас вкладываться и материально. Но он вам будет помощь, он будет ваш помощник, помогать вам, защищать вас и ваши интересы. Такой заступник с характером, хоть он и моложе, но он такой серьезно думает, смотрит наперед, продумывает шаги. И такой, чтобы к вам никто не лез или не делал вам больно. Защищать будет. Или кто-то будет на вас там что-то как-то, он вас защитит. Так. У вас на пороге несколько мужчин, и все какие-то, да, вот именно моложе. То есть еще с кем-то познакомитесь. Была одна, стала два. Вы будете на выборе, я вам сразу скажу. Или же будете иметь несколько и думать, с кем же, взвешивать. Вы не хотите в омут с головой, вы поддержите, скорее всего, на ожидании всех сама. Не так, как привыкли мужчины это делать, а вот вы именно в роли поддержу тебя на паузе. Посмотрю, присмотрюсь. Ой, вам так хочется обнимашек, каких-то вот именно эмоций. В то же время вы хотите стабильности. Но здесь женщина, которая вот показывает вас. Вроде бы вы уже все, как говорится, собиралась на пенсию, а тут, да, скорее всего, выбор будет сделан. А кого-то вы, я вам скажу, отказом своим убьете наповал. Но вы, когда будете выбирать, вы будете выбирать того человека, который вам принесет, во-первых, какую-то пользу. Второе, вы уже вот как собирались на пенсию, но у вас будет такой запал, не то что на пенсию, да, уже думали, ну все, вот работа, вот дом, все, хватит. Но вы себя этим ограничивать не будете из-за этого мужчины. Скорее, я бы сказала, придет кармический партнер в вашу жизнь. Для ваших же перемен, для вашей какой-то защиты, стабильности. Потому что вот как вы этого хотели, и вы получаете именно то, что вы скорее проецировали, хотели. Может, да, кто-то составлял коллаж желаний или прописывал портрет своего будущего мужчины. Или часто держал в голове, да, именно ту мысль, что какой должен быть мужчина. Вот такого вы притянете. Но единственное, что вас может не устроить, да, или же что у человека может быть какая-то ответственность, да, именно неприятно. Не то, что совсем до свидания, ой, пока, а просто неприятно. И да, здесь момент того, что вы будете думать, что я буду переживать теперь.
о чем-то, что у него есть какие-то ответственности, может быть, дети из прошлых отношений. Но вам так хочется погрузиться в это состояние, где вы можете чувствовать себя защищенным. Хоть он и моложе, да, но вы будете чувствовать вот прям, что вы живете с мужчиной. Да. Я вам скажу, мужчина этот вообще не глупый, очень даже умный. Он и вас чему-то научит. У вас будет запал жизни. Я хочу жить. Кстати, вам нельзя бросаться именно в чувства полностью, потому что здесь может быть так, что вы вот влюбитесь на самом деле, и вам, да, будет не до каких-то дел. Причем дела-то тут решать надо какие-то или заниматься этими делами, не бросать. Ну, например, у вас свой бизнес. Посадите продавца, плюнете и забудете, да, и пойдете вот, например, наслаждаться жизнью, любовью, да, чувствами, эмоциями. А вот работа может вот как... Это ваше какое-то может или дело быть, или работа. Вот как-то вы на второстепенное будете это спихивать. Вам хочется чувств, эмоций. А нельзя. Не то, что эмоции нельзя. Здесь не надо эту работу отталкивать или вот как-то к ней несерьезно относиться. Иначе можно понести какой-то ущерб. Траты или опустошение. Потому что энергию будете хотеть сливать туда, в чувства какие-то. Но я вам сразу говорю, мужчина будет. Вы почувствуете себя на много лет с этим мужчиной моложе. Вы почувствуете вот то состояние, когда я никогда не была в салонах, но я именно войду в это состояние, новое состояние. Схожу в салон, да, там, изменю прическу. Вот какая-то деятельность может быть связана с вашей внешностью. Или спортом займусь. У вас будет стремление именно заниматься собой. Может быть, даже, да, оздоровлением своим. Улучшением состояния здоровья именно, лица, там, кожи или чего угодно. Тут такое, что у вас будет на то и время, и будут на то ресурсы. Или же, да, просто заняться спортом, просто начать пробежки какие-то, изменить график свой, начать утром, например, варить себе кашки, ну, вот именно по ЗОЖу, да, вот какое-то такое. Мужчина вам даст импульс, стимул улучшать свою жизнь, именно улучшать свою, вашу личную жизнь, да, вас. Может, даже вас поменяет, вы поменяетесь с мужчиной очень сильно. Так, вы будете, кстати, в чем-то сомневаться именно, или здесь, или сомнение может быть, или сложный выбор, или же, да, такое состояние, когда никого не было, а тут на один раз сразу и 10 ухажеров. Ну, что это такое-то? Вот как-то так будете думать. Здесь я говорю, что у вас сразу же идет новая работа, новая какая-то деятельность. У кого-то может здесь быть конкретно переезд в другую страну или в другой город, куда-то вот собираться ехать. Может переезжать вообще окончательно. Да, кто-то об этом или о том подумывает. Или будет думать. Вот. Далее здесь показывают брак или семейные узы. То есть это может быть даже совместное проживание с этим человеком. А кто он, этот человек? Давайте еще посмотрим. Да, здесь мы увидели характеристику, но кто же он? Он, кстати, такой, сразу говорю, с которым можно всегда договориться, найти общий язык. Это
не какой-то эгоист, псих там, а с ним можно найти общий язык. Здесь логика очень хорошо работает. У него могут быть хорошие оценки по каким-то именно таким наукам, как математика, что-то вот, да, какая-то вот такая цифры, порядок. Учился, может быть, хорошо, да, или знает свою профессию идеально. То есть то, чем он занимается или где он работает, он это знает вот как совершенство, или он любит это, или он в этом очень хорошо разбирается, специалист. Мужчина вам откроет, вот с этим мужчиной откроются у вас новые двери. Я вам сразу говорю, это кармический партнер идет. Он просто посланник, этот мужчина. Не просто мужчина, посланник мужчина. Серьезный такой, деловитый. И человек, кстати, возможно, как вы его отличите, это человек, который может или одевать такие темные тона, да, бывают мужчины яркие носят тона, но он такой вот придерживается каких-то темных тонов, строгих костюмов, или все должно быть ровненько, все должно быть чистенько, да, вот какой-то такой аккуратный может быть. Так, с этим мужчиной у вас открываются какие-то возможности, новые двери, поездки. Вы, кстати, поработите в себе что-то, что мешало вам раньше, скорее, в прошлом. Да, вот вы это перешагнете, переборете, или, да, все же момент вот этого баланса уравновесите что-то, то есть приведете что-то в порядок, может быть, даже свою психику, психоэмоциональное состояние. Но я вам скажу, это человек, который привык не чувства дарить, а дела делать. Он у нас пентаклевый, он мало болтает, но он очень качественно и хорошо делает. И он людей, кстати, уважает таких именно, которые по делу, по факту, конкретных. Так, что еще? Мужчина, я вам скажу, такой будет, когда вам будет казаться, что теперь мне растить сыночка, или я его буду вести. Нет, вот тут показывают, что вести-то вас будет этот мужчина. Или учить чему-то еще, или научит вас чему-то. То есть это мужчина такой, который склонен, во-первых, к заработкам, да, а во-вторых, скорее, может, и склонен к чему-то. И сам обучаться, и вас будет учить. Он сейчас находится в некой дилемме, этот мужчина. Может находиться на выборе, или же выбор вообще, что делать дальше в жизни. Закончил он, возможно, какие-то отношения, из-за которых он вышел печальный, грустный, или же не удовлетворен был этими отношениями. Человек из них вышел, и человек от них полностью закрыт. Также человек может иметь закрытый аккаунт или не выставлять на аватар свою личную фотографию. Да, здесь могут быть или не писать имя свое в названии своего аккаунта. Вот какой-то такой может быть. Он боится, что ему кто-то может причинить ущерб, боль какую-то, да, что он что-то может потерять из-за этого, если он что-то выложит о себе, правду, например, или информацию, или фотографию, да, что на него может быть кто-то повлиять, он так думает. Но он в какой-то степени есть в нем такая мнительность, проверки какие-то. Так, что еще о человеке можем сказать? Он будет все тянуть на себя. И вас в том числе. Вам нужно, здесь карты говорят, не... Да, вы все сама, вы умеете сама, но вам вот это вот чувство именно нужно отодвигать в сторону. Вот, да, я все сама. Дайте мужчине тоже что-то поделать, иначе вы ему обрубите руки. Он перестанет, если вы так будете делать, что вы все сама, он перестанет вообще
зажигаться вот этим стимулом и куда-то идти, да, двигаться. То есть стимул пропадает, когда вы-то все сама. Тут вам нужно включить из себя: я слабая, мне надо помочь. А как он будет выглядеть, мужчина? Ну, вам может показаться, что он какой-то такой, знаете, в какой-то степени, что у него все получается, вы это заметите. Или человек только вчера об этом сказал, уже сегодня сделал. Также здесь идет творчество. Человек может заниматься каким-то творчеством, творческая личность. Вы, кстати, тоже имеете таланты. Но я говорю, этот человек может быть таким универсалом, который может везде быть и сразу же. Тщательно все, качественно доделывает. И у человека может быть странное какое-то имя или иностранное имя. Или это имя может означать то, что, да, каким он на самом деле является. Вот какое-то, знаете, здесь что-то с именем связано. То есть, или имя такое, чуть ли не, да, не наполеоновское, вот какое-то. Он, знаете, на все руки мастер. Человек, который умеет работать руками. И, скорее всего, когда вы будете с ним вместе, у вас будет какая-то деятельность, где человек будет очень много работать руками. Стараться. Встретите где? В дороге вы человека встретите. Он приезжий или иностранец. Или. Вы знаете, в чем-то сначала вы его не будете понимать. Здесь какой-то у него вот определенно свой мир, свой взгляд. С чем-то есть момент несхожести. Не все же одинаковые, правильно? Здесь вы в чем-то можете быть не согласны с ним, или вам это не нравится. Но потом то, что вам не нравилось, оно вот здесь показывает, что вам стало это нравиться. Не нравился его животик кругленький, пивной. Ну, кто знает, да? А потом вот вам стало это, наоборот, нравиться. Вот такой. Или я люблю его таким полностью, какой он вот есть. Вот тут. Хотя сразу я бы его не заметила, да? Вот он для меня был каким-то таким сереньким. Здесь может быть, да, то, что человек вольется как-то в ваш диалог с кем-то, или подведет ваше знакомство, встречу именно с какого-то диалога. Будете общаться, может быть, долго даже о чем-то говорить. И вы выясните для себя, что у вас очень много с этим человеком чего-то общего. Человек путешествия. Человек, который может быть ездец, да, на автомобиле. Есть у него автомобиль, а может быть и несколько автомобилей. Тоже здесь может быть. Я вам скажу, что он не широкий, и не тонкий. Да? Вот человек имеет такую средняя структура тела. Так что можете вот как знак держать. Да, у мужчины должно быть мясо, вот так вот. Есть у него это мясо, есть у него тело. Сразу могут отношения начаться, помочь вам в чем-то. Или же как-то будет внедряться в вашу какую-то проблему, дабы ее решить. Также здесь можете вы проецировать какую-то боль. Или что вам мешает в жизни, рассказывать об этом. Человек будет слушать. И пытаться уже не просто вас слушать, пытаться как-то вам помочь, что-то сделать для вас, чтобы у вас вот это не тревожило. Кстати, вечер – это может быть вечернее время суток знакомства.
Также здесь может быть это поход в какое-то место, где вы проведете, да, вот именно какую-то романтику. И здесь чувство такое, что вы долго уже не испытывали таких каких-то эмоций, посидеть вместе с кем-то, приятно, тепло, да, вот как-то такая романтичная может быть тоже атмосфера, или атмосфера даже просто вы познакомились где-то, но вы стали общаться, вы понимаете, что вам человек этот очень приятен. Вы, кстати, очень много будете говорить о финансах, о деньгах, а это прям его тема. Или о политике, или о чем-то таком глубоком даже в плане, ну, материальное. Или дороги какие-то, или путешествия, о чем-то таком. Может быть, будете тоже для себя уяснять какую-то информацию о нем, чтобы прощупать его, да, прощупать почву, как быть с ним или кто он такой, вот так вот. Аккуратничать будете. Показывает на вас что-то светлое, на нем темное. Также здесь могут быть пятна родимые, похожие на тех же самых местах, что и у вас. Здесь могут быть травмы одинаковые, даже физические травмы. Да? Это болезнь, может быть, перенесенная какая-то. Или человек чем-то переболел, вот коронавирусом, например. Вы скажете, я тоже. Да? Или вот что-то связанное, может быть, со здоровьем, похожие. Ну и какие-то вот значения, именно говорю, родинки, может быть, да, вот что-то у вас тоже прям такое же, как у него. Вот это вот скорее даже будет главным сигналом и понятием, что это он, вот этот человек, о котором сегодня шла речь в раскладе. Он вас будет финансово содержать, пытаться как может. Я не говорю, что это какой-то миллионер там, да, или много зарабатывает. Тут мужчина умеет зарабатывать и руками, и все же у него, да, включается тут и голова, то есть это может мыслительный, да, процесс работы быть, но человек вкладывается, человек зарабатывает, человек содержит вас, хоть он, опять говорю, и моложе, да, но вот он как-то именно имеет энергию, силы на это и какие-то идеи. Я вам скажу, он будет в какой-то степени после встречи вашей, человек будет очень много в чем-то сомневаться, или же, вот знаете, он вас до конца не раскусит, не поймет, какая вы, да, и искать способы подхода, скорее всего, к вам. Вот как вам подойти, что вам нравится, да, до конца не знаю еще вас. У него намерения будут к вам вот как, я говорю, не так сходу, а именно в чем-то помочь. Давай я тебе помогу решить вот это, да, и ваши дела будут решаться благодаря ему. Тут предложение какой-то помощи, элементарной помощи. Здесь кто-то будет вот пытаться, сразу говорю, опять влазить, да, или давать вам какие-то советы по поводу отношений мужчины, или у кого-то может быть прозорливый глаз, кому-то будет вот просто интересно узнать о нем информацию, о вашем мужчине, когда начнутся отношения. Вы очень сильно в этих отношениях поменяетесь и вырастете еще. То есть, ну, вы и так растете, да, но здесь сразу говорю, что вам еще расти, это понятно, но вы вырастете с ним очень сильно. Также здесь показывает, вы для себя возьмете выгоды из этих отношений, большие выгоды. Кстати, может быть, одна и та же ситуация. У него обман в жизни был, его обманывала женщина. И у вас обманывал мужчина. Похожие даже ситуации. Сильно трансформирует вас мужчина, промоет вам голову. И не просто промоет, он даст вам какие-то знания, опыт какой-то. Может, и правда чему-то научит, или же даже может быть так, что благодаря человеку у вас новая профессия или деятельность какая-то. И он вас этому научит.
Так, а когда? Когда вы встретите человека, этого мужчину? В дороге. Сразу говорю, это может быть даже незапланированная ваша дорога, случайная дорога. Просто поехала, просто случайно, просто к подружке. Да, вы не знали, обстоятельства так сложатся, что вы в этот день не знали вообще, что вы кого-то встретите, познакомитесь. Потому что если так где-то на сайте знакомств, да, и вы все же намечаете когда, где, вы уже приблизительно что-то знаете. Здесь вы ничего знать не будете в этот день. Этот день может иметь в себе какие-то конфликты, вашу угрюмость, ситуация такая, когда вы будете, может, злиться на что-то, что-то у вас не получается, или быть вот именно в таком, ну, как сказать, неприятном духе, да, когда у вас нет настроения, когда вы очень много злитесь или агрессивничаете. Вот какое-то такое состояние. Или же еще по мечам, я бы сказала, вы можете что-то учить, обучаться чему-то, да, на курсы, может быть, пойдете и встретите там этого человека. Или по пути встретите. Здесь показывают еще срок, когда вот этот срок встречи этого человека, он уже, как говорится, в датабазе, заранее расписан, резервирован. Да? То есть суждено именно в тот момент встретить, именно когда вы в не очень хорошем расположении духа вот этого. Я вам скажу, может еще так быть, что человек, когда придет в вашу жизнь, вы чему-то не... Вот как будете, я в это не могу поверить. И это так резко случилось. Резкая встреча этого человека. Я говорю, в пути. Будете очень много о нем думать. Да, тоже будете взвешивать. Вы, кстати, благодаря этому человеку уберете какого-то или какую-то вражину из своей жизни. Или как вы познакомитесь с ним, какой-то из вашей жизни человек уйдет навсегда. Или женщина это, или мужчина уйдет. То есть это подруга может быть. Или да, тот человек, который вредил. Вот здесь так. Обстоятельства встанут, не вы это планировали. Это запланировано свыше, чтобы он пришел и кто-то ушел. Не потому, что у вас времени нету, потому что этот человек скорее какой-то вредитель. Да, и этим самым, вот как ритуал какой-то случится. Когда этот человек сразу же уходит. Вообще исчезает, может быть, из вашего поля зрения. Вам не раскисать в этих чувствах, не одевать розовые очки. Я вижу, вы уже вот так вот собрались вся растаять, но здесь нужно держать ухо тоже востро и слушать внимательно, потому что много информации будет от этого человека, непростой, да, или интересная информация для вас. А вы можете, вы знаете, как мимо ушей не слушать. Надо слушать, что он говорит, присматриваться. Да, здесь показывают чувство любви у вас. Чувствуете себя в любви, развивайтесь. Человек очень мудрый, и вы очень мудрая. Вы сойдетесь на каких-то общих темах, я говорю сразу. На каких-то обстоятельствах похожих. Вы смотрите с этим человеком в одну сторону. Кубки наполняются. Здесь, кстати, кто в детородном возрасте, есть желание... Или будете вести разговоры о будущем, о детях и так далее. У вас будет все так складываться, вот как хочется сказать слово в сказке, да, ну так вот оно сюда идет, да, вот все будет складываться таким образом, вот как будто это вот как в сказке, да, или
как доктор прописал, по какому-то распорядку. Почему-то идет 3, троица. Троица. Может вас 3 быть. Вы с ребенком и он. Или же здесь может быть пара и дети вообще в целом. Рождение, да, кто в детородном возрасте. Здесь идет накопление имущества. Кстати, у кого-то здесь может так проиграться, что наоборот разница в возрасте может быть или большая, но вас это не будет никоим образом пугать. Да, кого-то это так образно пугает, вот скажут, у тебя будет там мужчина старше там на 20 лет, и кого-то это пугает. Но когда женщина встретит этого мужчину в жизни уже, 20, не 20, да, она влюблена, он влюблен, и у них вот совпало, да, как пазлы. То есть они друг другу нравятся. И потом ты сидишь и думаешь, а я же раньше говорила, да никогда. Вот тут какая-то такая ситуация, что, может быть, раньше или сейчас вы как-то определенно думаете, но когда вы встретите этого человека, вы вспомните, может быть, что вы раньше-то думали иначе и отказывались даже от чего-то. Говорили, что нет, в моей жизни так не будет. Но вот именно это произойдет. Вот. Даже есть такая практика «никогда». Вот я говорю, что когда люди говорят «никогда», оно вот как раз-таки случится. Да. Никогда не выйду замуж, значит, выйдете. Никогда не рожу детей, значит, родите. Никогда, никогда, никогда. Так. Да, мужчина, кстати, будет перевозить вас куда-то. Собирай вещи, мы едем. Вытащит вас из какого-то застоя. Или же, когда появится этот человек, у вас в жизни начнутся какие-то стремления что-то делать, создавать, рисовать, ходить на танцы. Да, вот какое-то пробуждение такое идет. Вас будут ненавидеть. Почему-то так сложится, что не то, что те, кто был раньше с вами, они вот не с вами уже, когда вы с этим мужчиной. Даже вот, да, могут быть, выводить вас на какие-то эмоции, или же больше даже не на эмоции, а вот просто ненавидеть вас. Говорить о вас. Здесь может так, что кто-то даже будет желать, чтобы у вас ничего не получилось с этим мужчиной. Вот от сердца прям, да, от зависти, может быть, от какой-то своей личной боли. Я говорю, что люди, которые сами не имеют, они на самом деле пытаются зачем-то другим портить жизнь. Влазить, да, особенно самое страшное, это давать советы. Сами неудачники, да, и дают советы. Вот тут кто-то будет, но вы вот такой человек, но вы вот именно как-то сразу же, может, остановите или закроете рот. Тут еще может идти так, что кто-то жаловаться, может быть, на свою жизнь. У вас с человеком складываться начинает жизнь, но кто-то лезет со своей вот проблемой, что у него плохо. А вы скорее можете даже, знаете, вы не хотите, вы понимаете, что это приносит вам же негатив, вы не захотите этого человека подпускать, и у этого человека раздуется на вас вот такая неприязнь, что да, вот ему плохо, но вы не помогаете или отвернулись. Потому что вы там вся в любви, у вас все хорошо, вот какая-то на вас обида, да, а вы вот скорее можете даже вцепиться или в конфликт войти с этим человеком. Может, подруга ваша начнет лезть или знакомая какая-то. Я вижу, что вы будете, вот, знаете, познакомившись, именно держать информацию в таком анонимном ключе, дабы
Никто не лез в вашу жизнь. Здесь будете ограничивать вообще информацию, скорее всего, с этим человеком. Тут отношения, я говорю сразу, что требуют тишины, требуют вот каких-то таких... Здесь работы очень много будет над собой в этих отношениях. Эти отношения с этим мужчиной не просто кармические, они несут в себе уроки. Здесь может даже что-то быть так, что где вас обоих, да, могут высшие силы, не хочется этого слова говорить, проверять, но тут посылать вам такие ситуации, и как вот вы их пройдете с этим мужчиной. Да, вот жадность, например, или у вас появились деньги, у него нету, да, или же бедность, или богатство, или вот какие-то, или вы заболели, вот как он себя, вот тут проявление именно каких-то таких. Не будет все гладко, да, это не говорится о том, что будет гладко, но именно здесь уроки будете проходить с этим человеком. Вас будут тоже оттачивать. Да, и даже если бы вы были без отношений, все равно бы вас высшие силы с ним свели. Это кармический партнер, это непростой партнер. То есть ожидания недолгие. Скорее всего, может, даже в этом году уже познакомитесь с человеком. Но человек будет на что-то тоже претендовать. Но вот там идет момент такой серьезности. Он хочет конкретики. Он не хочет быть в чем-то обманут. Да, по чувствам. Здесь чувства касается. Скорее, может быть, были в его жизни отношения тяжелые. Он не любит обман, предательство, таких вещей. И он от партнера то же самое требует, да. Тут скорее, может, я говорю, человек вас может тоже проверять, вот как вы себя поведете в той или иной ситуации. Он хочет серьезных отношений, он хочет детей, семью, создание. Вот здесь именно все так по-серьезному начнется. Человек даже, вот знаете, как только познакомились, а он уже с сумками продуктов к вам. Не просто там с шампанским и цветами, а с сумками продуктов. Да, тут такая практичность идет. Вот. Я вам говорю, что у вас какая-то вот как вы начнете с человеком встречаться, у вас сразу же появится еще на обзоре люди, которые, да, будут с вами взаимодействовать, общаться, может быть, переписки какие-то быть. Но это такие варианты для поддержки вас, чтобы вы не сдались. Вот вы можете думать, кто из них, но вы поймете по делам его. Да, здесь именно вот какие-то качественные дела человек делает. Он понимает, что да, вам полку прибить надо, да, он уже на следующее свидание идет не шампанским и цветами, а вот, например, с дрелью, да, или как это же, шуруповером, чтобы вам прибить полку. Вот какая-то такая конкретика. А остальные вот мужчины будут вот, да, только отделываться какими-то словами, максимум, цветами, и то в переписке с маликами, да, вот этими, а не живыми цветами. То есть, но это для того, чтобы вы в чем-то не сдались, не опустили руки и не переставали, да, ждать или надеяться. Вот так вот. Поэтому скорее будет. Но вам будет тоже интересно. И, скорее всего, вы еще будете вспоминать и ухажеров этих, как за вами ухаживали. Да? Тут может быть слово «приключение», например, или как это называется, когда есть что вспомнить. Просто ради интереса. Вот так вот. Да, скорее всего, в этом году лето, это может быть, кстати, теплый период,
но какой-то вот такой поздний, вечерний дорога, семья. Да. Он уже, кстати, даже на первой встрече вашей о чем-то таком конкретном будет говорить. Козерог может быть бык или дева, но не обязательно, но характеристики идут такие практичности, какой-то конкретики, даже упертости, вот до упора. Он, кстати, будет вас, может, и добиваться вот до упора. Сам звонить, а не вы там ждать вот эти вот качельки. Нет, тут такая идет информация, что человек будет к вам проявляться постоянно, добиваться. Тут могут быть какие-то веселые мероприятия с этим человеком, или вы будете посещать веселые мероприятия, наслаждаться эмоциями, чувствами. Розовые очки, дорогие мои, здесь вижу сразу. Вы вся в них. Но здесь вы будете контролировать свои эмоции. Вы понимаете, что вы влюбились. Здесь я говорю, что вы влюбитесь очень сильно. Сама тоже влюбитесь, и он влюбится, и вы влюбитесь. Тут на взаимном идет. Но все же я вижу у вас эмоции какого-то такого счастья, эйфории, радости. На радостях пошла себе там что-то вот сделала. Неважно что, что-то вот именно на эмоциях будете все. Или работа идет у вас легко. Да? То есть вы вся в эмоциях, пришли на работу счастливая, накрашенная. Ну, как помните этот фильм-то «Служебный роман». Да, какая она вся расцвела, пришла. Вот такое чувство именно. И я говорю, у него молодые энергии идут, и вот вам нужно-то и брать тоже это. Со стариком состаришься, с молодым помолодеешь. Помолодеете с ним. Помолодеете. Здесь могут, кстати, еще быть такие женщины, у которых дети выпадают как ваши ровесники. Ваши же дети, да, могут выглядеть как ваши ровесники. Вот так вот. Ждите от него подарков. Человек будет дарить какие-то подарки, сюрпризы делать. Ну, такие конкретные тоже. Не подушечка с кошечкой или кружечка с кошечкой, а вот что-то по делу, по факту, конкретное. Тоже. Второе здесь идет, сразу говорю, что вы вот как будто бы в жизни, да, вот прожили эту жизнь, сделали для себя выводы. Но что-то внутри все же, конечно, осталось. Сделали выводы, но опять будете что-то повторять сценарий. Да, пытаться сами повторять. Хотя здесь вот что-то нужно именно будет вам отпустить. Оно вам лишнее. Иначе и эти отношения, да, могут вот как в прошлом, да, быть именно не теми, да, вот как хотелось бы. Можно их тоже в это превратить, если вы будете придерживаться именно чего-то, вот каких-то именно старых стереотипов своих. Варить борщи, наглаживать рубашки, да, вся выкладываться, например. А потом он животик свой свесил, да, разлегся на диванчике и ничего делать не хочет. Ну, например, я говорю. То есть у каждого оно свое. Вот может проиграться так, что если вы... Тут карты как предупреждение. Будете вести себя именно таким образом, то оно вот как опять снова повторится. Вам нужно уходить от своих старых каких-то именно, ну, хочется сказать, дурных привычек, которые вот, ну, вообще в эти отношения не годятся в новые. Пересмотреть. Я же говорю, опять, кармический партнер. Опять будет вот какое-то кольцо, но это кольцо именно может быть положительным, если вы не будете, если вы отпустите свои какие-то те ошибки из прошлого.
Да, раньше я готова была сразу столы накрывать, да, чуть ли не в попку целовать мужчину, а вот сейчас уже нет. Сейчас я буду эгоисткой. Вот это вот будет правильным наиболее. Да, позвонил и позвонил, не позвонил, не позвонил, перезванивать не буду. То есть вот какое-то такое нужно отношение совершенно другое, нежели было в прошлом. Так, а так в целом я скажу, все хорошо. И здесь я говорю, что вам нельзя сразу открывать ему полностью всю себя. Иначе это может опять вот превратиться в какой-то прах. То есть человек вас прочитал уже эту книгу, уже неинтересно. И это, в принципе, вообще всех касается, да, когда вы уже вся разложенная как книга, которую уже прочитаешь и знаешь, она уже неинтересна. Вот вам здесь нужно быть загадкой, да, вот именно не надо, оно не надо рассказывать, какие у вас были прошлые отношения, да, и чего и как вообще. То есть полностью держать в секрете. Может, даже и полностью, да, частично можно делиться чем-то. Женщина не обязана рассказывать всю правду матку мужчине. Он и не должен этого знать. Знаете, психология такая вещь, вот даже мужа попробуйте назвать другим именем, типа нечаянно. Да, это так его эго сломит, что мама, не горюй. А всего-то вы просто ошиблись, да, доктора вашего так зовут, Александр, например, а вы ему скажете Александр, хотя он Алексей. Вот, и тут, да, такое идет именно... Чуть-чуть не так сказала, уже у человека внутри отпечаток негативный на всю жизнь остался, что еще у вас там кто-то есть, да, и его это тревожит, и ночами он не спит, и в туалет не ходится. Вот. И тут может быть так, что, да, вы будете, например, рассказывать о бывших или о своей прошлой жизни, о каких-то, может, болячках, которые не стоит туда загружать в эти отношения, то лучше не надо. Дабы было все прекрасно. Вот так вот, поверьте. Как говорят, всю жопу мужику открывать нельзя. Вот есть такая вот поговорка, да, все же. Ну, и это так оно и есть. Вы получите намного больше. Но я вам скажу так, что вы уже изменились, да, вы уже понимаете. У вас, я и говорю, что летом скорее это и произойти, может, или в этом, да, может, до конца этого года произойти знакомство, потому что здесь показывают, что вы стали более, вот извиняюсь, но такая продуманная женщина в деньгах, да, что деньги должны находиться уже у женщины, никаких вкладывать в общую копилку, там, или же женщина должна развиваться, а не полагаться на мужскую там зарплату, да, что он заработает, он принесет. Нет, здесь вот я говорю, что вы пересмотрели, и только тогда появился человек в вашей жизни на эту энергию, именно тот самый, которого послали вам, именно тот самый кармический. Тут вот, как ни крути, идет к вам человек именно тот вот, как уже предписанный. То есть по-другому. Здесь показывают и у вас ваше состояние, личное ваше состояние, финансовое состояние намного лучше. Потому что пересмотрели отношение свое к прошлому. Научились чему-то, опыты набрались уже. Да, такая прожженная женщина. Знает вдоль и поперек эту жизнь и вообще мужскую психологию. Ну, не только. Вот я говорю, вы приходите к такому именно выводу, заключению, что у женщины должно быть что-то на самом деле свое для себя, да, не свое, например, дело. Та женщина, которая ухаживает за собой или думает, может, даже в какой-то степени эгоистически, да, о себе, вот могут подумать, что вы эгоистка, на самом деле нет. Здесь именно момент, когда вы в первую очередь думаете о себе, а потом скорее, да, о партнере. Вас за это даже больше уважать будут. Здесь нет ничего такого алчного и поганого. Тут наоборот, да, показывают, что именно
так нужно действовать, никак иначе. Иначе вас никто не будет уважать. Вы, кстати, еще будете тем самым проецировать вообще не только здесь мужчины, да, касается, но в целом на окружающих то, что с вами нельзя играть, что вас нельзя обманывать и вас не проведешь. А тем самым, что вас не проведешь, смотрите, туз пентаклей на дне, то вы уже имеете ресурс. Будете иметь из-за этого ресурсы. Скорее, даже если вы задумываетесь, где же мои ресурсы, где же мои деньги, вот именно здесь заключается в вашей характеристике. Да? Вот именно так нужно прагматично, может быть, даже с выгодой вообще думать. Да, если это поездка с подружками на какие-то посиделки, да, в любом случае это должно пройти с выгодой для вас, дабы напитаться вот этой вот энергией, да, свободы, счастья. Если вы поехали на шопинг, обязательно купить себе какое-то... То есть, опять, время провести с выгодой. Платье, которое вам будет нравиться и вдоль и поперек, да, вот. То есть тут думайте об этом. И у вас будет не только здесь финансы, да, здесь именно показывают гармоничные отношения, когда эти отношения гармоничны между мужчиной и женщиной. То есть здесь еще может быть то, что с вами еще кто-то будет, может даже соревноваться. Да, из женщин, что вы такая крутая. Смотрите, я еще достану туз пентаклей, дабы зарядить этот расклад. Можете внимательно посмотреть на карты. Да, вот это вы. И вот смотрите, здесь показывают вас именно в лице уже такая продуманная, мудрая женщина, та, которая прошла огонь, воду и медные трубы, та, которая знает, в чем смысл вообще жизни, отношений между мужчиной и женщиной, как управлять. Это может, да, в целом быть такой ресурс, не обязательно деньги, как управлять отношениями, как вести отношения, да, дабы они складывались гармонично, правильно, дабы они приносили еще какую-то не только выгоду в любви, но и материальную тоже выгоду. То есть тут все в одном лице. У вас, кстати, может быть, был раньше какой-то пробой. Это пробой может связан быть с финансами. И вот когда вы начинали его перекрывать, вот у меня идет чувство, что вот в тот момент и включилась вот эта мужская энергия вот этого императора, о котором мы сегодня говорили. Вот там был вот этот застой, ступор. Так я вам скажу, в конце именно положительные карты, здесь еще и королева пентаклевая, да, здесь женщина полностью в ресурсе, женщина полагается не только на мужчину, но я вам скажу, к этому ресурсу вы придете через этого мужчину, вот поверьте, через этого мужчину. Ну и что он моложавый, девочки, ну и что? Молодость – это продление жизни. Продлеваем жизнь, наслаждаемся этой жизнью, живем эту жизнь для себя. Красиво, да? Мы же женщины. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И спасибо всем огромное, кто был на сегодняшнем раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.